Хамагад, здравствуйте! Сегодня мы скрасим ваш досуг интересным мастер-классом. На Курае будем учиться изображать животных и птиц. А также у нас в гостях побывает известная исполнительница, представительница чукотского народа, артистка, этномодель и общественница Карина Ятаургина. Карина, привет! Амтота МГТЮ! Привет, Земфира и дорогой Башкортостан! Сегодня мы с вами изучим камчатских животных и птиц, а также горловое чукотское пение. Ну что ж, Карина, очень рада тебя видеть и слышать. Карина с помощью бубна игрового пения будет звукоподражать животным, которые живут в Камчатском крае. И, пожалуй, начнем. Очень хочется увидеть, что из этого получится. А вы, дорогие друзья, можете смело повторять вместе с нами. Горловое пение произошло от оленевого хрипа, да? И тут же мы переходим плавно к оленему говору. Он разговаривает у нас так. А теперь покажем нашего хозяина леса, тундры. Это медведь. Самое главное здесь быть максимально серьезным. И дальше покажу вам нашу камчатскую чайку. С корякского она переводится как якек. Можно крикнуть так. Можно сделать по-другому. Пия. И можно немножко посложнее. Каия. Как и все мы, люди, они тоже разговаривают по-разному. Так что пробуйте и выкладывайте в своих историях тоже. Также у нас разговаривает наша собака Лайка, да? У нее тоже есть разговор, так же, как и у рыбки. Вы, кстати, знаете, как рыбка разговаривает? Очень просто, вот так. Это наша камчатская рыбка. Ну и так, показываю вам собаку. Тоже нужно быть максимально серьезным. Вот это звучала камчатская собака. Ну и на заключение покажу вам нашу камчатскую ворону. Наш создатель по мифологии, да, Камчатки, наш создатель земли. Куткыньяку его зовут, ворон. Тоже звук кар, только он немножко мягче и протяжнее. И, кстати, сейчас наш сезон пандемии, да, можно наш голос настраивать тоже красиво, чтобы он у вас не пропадал, и чтобы он у вас не болел, ангины не было. Можно делать просто горловое пение. И все, никакой пандемии у вас не будет. И немножко расскажу про наш бубен, да, камчатский наш инструмент. Он сделан из оленей шкуры. Как вы знаете, что олень у нас и в пищу пригождается, и в одежду, и в инструменты, и ездим тоже, да, его запрягаем в вестовые упряжки. Бубен это наша душа. Мы поем и в радости, и в горе. Это наш помощник всегда. Может нас развеселить, мы можем с ним вместе погрустить, поразговаривать, настроить свое тело. Это очень умный, красивый, хороший инструмент. И звучит он тоже по-разному. Это вот сделано из летней шкуры, из тонкой-тонкой. Если мы сделаем бубен из зимней кожи, то он уже звучать так сильно не будет. Не так красиво, тонко и вибрационно. Здесь изображен у нас олененок.
как я уже говорила, наш самый главный, да, и в жизни, и в еде, и в езде. Это наш самый главный тоже животное на Камчатке. И в заключение я бы хотела вам спеть свою родовую мелодию, точнее родовую мелодию бабушки. У каждого чукчи и коряка, это коренные жители Камчатки, да, должна родиться в течение жизни своя родовая мелодия. У меня еще ее нету, но я пою родовую мелодию своей бабушки. Вы можете прикрыть глаза и побывать где-нибудь на тундре или в лесу, или в тайге. Ирина, это просто невероятно. Меня переполняют эмоции. Я никогда еще не слышала, как хрипит олень. Еще ни разу в своей жизни не видела медведя, но теперь мне кажется, что если они будут идти где-то рядом или даже далеко, я сразу же узнаю. И обязательно тоже попробую после нашего мастер-класса изобразить всех этих животных. А сейчас хочу вам, дорогие друзья, показать, как с помощью курая можно изобразить журавля и беркута. Итак, чтобы изобразить журавлиный крик, нужно перевернуть курай на другую сторону. То есть мы будем играть на конце нашего инструмента. Можно играть разные звуки. Вот. Можно, например, играть на одном отверстии или воспользоваться всеми четырьмя. Можно использовать вот такой вибрационный прием. Наши пальцы двигаются в самом разном направлении. Самое главное, во время того, как двигаются наши пальцы, звук должен быть непрерывный. Мы не прерываем наше дыхание. В основном для этого приема мы используем первые два отверстия. Наши руки двигаются самым разным образом, как пожелает ваша душа. В любом случае, при правильной постановке мы получим журавлиный крик. Переходим к другой птице, беркут. Так это будет выглядеть в нотах. Первая нота – форшлаг, нота соль. Далее мы играем ноту ля. Открываем и играем третью октаву, нота до. Также
опять мы играем ля, закрытое положение, форшлаг, нота соль, закрываем, играем ноту ля. И одна из самых простых, что можно изобразить на курае, это кукушка. А здесь ноты такие: фа, открытое положение, и нота ре. Два отверстия мы закрываем. Фа, ре, фа, ре. Желательно эти ноты играть в технике стаккато, чтобы звукоподражание было наиболее точным. Мы благодарим вас за просмотр этого мастер-класса. Карина, тебе спасибо большое, что была с нами. Дорогие друзья, дорогой Башкортостан, до встречи. Я очень рада буду вас приветствовать в июне на вашей земле. Приходите на наши мастер-классы. Все анонсы будут в Земфире. До новых встреч. С уважением, Аменнангу. Карина Ятаургина, Камчатка. Дорогие друзья, спасибо большое, что были с нами. Заходите на сайт ГКЗ. Все доступные мастер-классы вы можете посмотреть на канале в YouTube. До новых встреч! Всем хорошего дня!